Здравствуйте, в эфире телеканал Тува-24, и сегодня с вами я, Александр Филатенко. Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Хавалык выехал в Зунхемчикский район, чтобы проконтролировать исполнение ранее поставленных задач. О том, как быстро были подключены дома для детей-сирот к электросети, о подготовке города Чадана к зиме и других важных моментах рабочих встреч расскажет наш корреспондент. В ходе своего первого визита в Дзунхемчикский Кажун в Рио главу Тувы Владислав Хавалык поручил местной администрации и профильным министрам решить вопрос транспортной доступности сел. Первым объектом проверки в этот раз стал обветшалый мост в село Пажиналак, где монтаж пролета показал, что несущие бревна сгнили. Мост был возведен без малого 50 лет назад. Капитальный ремонт с тех пор так и не проводился. Жители отчаялись ждать обещанного ремонта. А сколько он без ремонта стоял, по-вашему? Мост без ремонта стоит уже давно. Мы, жители, не раз обращались с этой просьбой. В предыдущие годы депутаты обещали и дорогу, и мост сделать, но после выборов обещания забывались. А этот руководитель, мы видим, что человек слова хозяйственный. Главный вопрос перед тувинской зимой с морозами под 50 – теплоснабжение. В Рио главу Тувы лично осмотрел новое оборудование Чаданской котельной. Для нее приобрели 2 котла, которые в сумме с имеющимися дают 5 гигакалорий теплоотдачи. Этого с лихвой хватит на все отапливаемые предприятием ООО «Сантехник» дома. Нам привезли 2 новых котла. У нас мощность 2 раза больше. Раньше там 16-18 градусов было, а сейчас там больше 24 градусов. Доставлять тепло будут по теплотрассе, которую тоже обновят в кратчайшие сроки. Подготовительные работы для этого уже ведутся. Длина всей теплотрассы 3 километра 200 метров. Пока включаем по старой системе, по старой турбинной системе запускаем теплоснабжение потребителей. И параллельно будем проводить работу по замене теплотрасс, полной замене. Уже современными материалами, там, с изоляцией. И я думаю, где-то в течение месяца постараемся. Уже будет трасса поменена полностью, подсоединена к новым котлам. И там еще будем мероприятия по энергосбережению проводить. Я думаю, что подспорье очень будет хорошее для жителей Чадана. А вот и дома, построенные для детей-сирот в Сумоне Хайракан и простоявшие больше года без хозяев. А все потому, что не было обеспечено подключение к электричеству. Во время предыдущего приезда в Рио главу Тувы распорядился разобраться с этой проблемой. Вот накануне уже Туэнерго уже подали электричество, администрация Кажуна уже уведомили с нашей стороны детей-сирот. И со стороны подрядной организации все услуги были оплачены. По словам руководителя подрядной организации ООО «Атлант», дома были подключены к электричеству через 10 дней после визита в Рио главу Тувы. Рабочие визиты Владислава Хавалыка вскрыли многие застарелые проблемы республики. Для их решения мобилизованы все ресурсы региона. Принципиальную поддержку Туве оказывают также федеральное правительство. Даян Дансюрюн, Чайхан Дангак, Кузел Сарыксерен, Тува-24. С повторной инспекцией Владислав Хавалык побывал и в городе Шаганаре Улукемского района. Он посетил проблемные объекты – котельную, межмуниципальный центр и гимназию. Подробнее в сюжете Айданы Хавалык. Сегодня по всей республике начинается отопительный сезон. Мы находимся на участке Шаганарской котельной, которая обеспечивает теплом 62 дома и социальных объектов. 34 миллиона рублей выделено на оборудование и работу по устранению выявленных недостатков. С повторной инспекцией в Улухемском Кажуне находится в Рио главы Тувы Владислав Хавалык. Еще летом Владиславом Хавалыгом даны поручения утеплить здание котельной изнутри и снаружи. Ведь обеспечивая теплом город, сами 110 сотрудников работали в холодном помещении. Поручение исполнено, также здесь отремонтирована кровля и, главное, заменены устаревшие и вышедшие из строя котлы и теплосети. Котел номер 4 прессован, полностью заменен экраны и трубы от нижнего коллектора до верхних коллекторов и заднего коллектора. Вначале только один концевой котел, 5-й котел начинаем растаплять. Сегодня должны 5-й котел запускать. По температурному графику, как понижение пойдет уличная температура, тогда добавляем в одному котлу. Начинаем с этого котла. С этого, и вот эту часть ее утепляем. С этой стороны это все убираем, здесь все напыляем и, соответственно, профлистом обшиваем. Это вот делали 5 лет назад, да? Нет, мы болели снаружи. Ой, снаружи, это отсюда убираем, вот этот утеплитель весь, здесь составляем.
Сейчас стадия закупки идет. Стадия закупки. Деньги только вот на прошлой неделе. Основная проблема вот это коллекторы были, вот это верхний коллектор. Вот коллектор поменяли, замену сделали полностью, видите, новые коллектора. Старые были, с момента пуска никто не менял. Сейчас заменили полностью коллектора. Вообще, сколько лет? 82-го года. Далее проверили ход ремонтных работ в Улухемском межмуниципальном медицинском центре. Работы в корпусах, с которых июньский ураган снес крыши и разбил окна, завершаются. Средства на ремонт выделены из резервного фонда республики. Капитальный ремонт детского соматического отделения производится по федеральной программе развития здравоохранения. Сумма контракта немалая – 22 миллиона рублей, но подрядчик затянул сроки. В РИО главы Тувы Владислав Ховалык, уточнив причины промедления, отвел подрядной организации ООО «ПГС Профи» 1 месяц на завершение работ. План графика нам сетевой график долларов, паждан, canlı biz pajdan, canlı biz. Olsa da 15'te 14, октябрь 14'te 9 мудров. Больные сейчас у нас перемещены, они не перемещены второй этаж инфекционного отделения. Сейчас у нас ковидные больные все переводятся в Кызыл, инфекционный госпиталь, да, Кызыл, города Кызыла. И у нас там освободилось, и больные все сейчас, дети у нас лежат в инфекционном отделении первом этаже. Еще одна острая проблема – перегруженность школ. В Шаганаре 3 общеобразовательные школы, в которых учатся 2796 учащихся. Городская гимназия расположена в 4-этажном здании комбината бытового обслуживания, построенном в 1980 году. Школьники с 1 по 11 классы учатся в 2 смены. Это приспособленное здание, и поэтому новым санитарным нормам эта школа не соответствует, поэтому здесь необходимо в этом городе строительство новой общеобразовательной школы на 825 мест. Это позволит обучать учащихся в 1 смену. Сейчас они разрабатывают проектно-сметную документацию, уже заказали. Школа будет 3-этажная с лифтовым хозяйством. Земельный участок уже определен. Это рядом со строительством нового детского садика, куда подведена уже инженерная инфраструктура. Данная школа рассчитана на 112 мест. На сегодняшний день фактически обучается 328 учащихся, почти в 3 раза больше. С каждым годом дети приходят не только с городских школ города Шаганара, но и со всей республики. Есть дети из Мюнгентайги, из Торахема тоже есть дети, из Кунгуртука даже есть дети. В связи с переездом родителей в город Шаганар. Есть столовое помещение, где мы выполняем поручение президента, кормим бесплатно детей начальной школы с 1 по 4 классы. Имеется 60 посадочных мест. Заход 4 смены. Также Владислав Ховалык посетил многоквартирные дома, где сейчас выполнен капитальный ремонт кровли и продолжается косметический ремонт в подъездах. В РИО главы отметил, что здесь необходимо предусмотреть и благоустройство территорий, включая асфальтирование дворов, освещение, озеленение и обустройство мест отдыха. Айдана Ховалык, Буян Мангуш, Мирана Эргит, Тува-24, Улухемский кажон. Цена угля после выборов не повысится. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра топлива и энергетики Тувы. Роман Кажинул прокомментировал ситуацию на Кахемском, Чеданском угольном разрезах. Сейчас там наблюдается неоправданно высокий спрос на топливо, тогда как цена на уголь установлена до конца года и в дальнейшем будет контролироваться правительством республики. На сегодняшний день та стоимость угля, которая установлена для населения, 2220 рублей за тонну. На обоих участках, это касается и Кахемского, и Чеданского участка ТГРК, эта стоимость останется до конца года однозначно. В соответствии с принятым постановлением правительства Республики Тува, эта стоимость утверждена до конца года. Тот ажиотаж, который сейчас создается определенными лицами на разрезе, муссируя то, что стоимость угля изменится после выборов, этого не будет однозначно. И хотел бы, чтобы все это поняли. И не создавать вот этот ажиотаж, который сейчас там есть. 300 машин на разрезе отгружается, различных машин там по различным объемам и так далее. Поэтому эта стоимость однозначно зафиксирована, и она будет регулироваться и контролироваться. По этой цене будет отпускаться уголь населению, как отпускался и будет отпускаться в дальнейшем.
В рамках программы «Доступное жилье» в Кызыле на месте бывшего Шанхая будет построен новый современный микрорайон Мангун с многоквартирными домами и всей сопутствующей инфраструктурой. Соглашение с инвесторами уже подписано. Подробнее расскажет Инна Клоян. Соглашение подписано, соответственно, теперь следующий этап, уже после его регистрации, Владислав Штаевич будет подписывать распоряжение для земельного участка. Всего в Кызыле будет построено 38 многоквартирных домов общей площадью 150 тысяч квадратных метров. Предусмотрено все, в том числе стоянка для автомашин. Над соглашением работали несколько сторон. Это Тува в лице исполняющего обязанности министра строительства республики Аяса Хунайола и представители строительных организаций соседних регионов. Одним из инвесторов строительства нового микрорайона стала абаканская компания «Трансстрой». Подписано соглашение, которое позволяет продолжить уже начать работу по рабочему проектированию, по уже конкретной реализации строительства. Исполняющий обязанности главы республики Владислав Хавалык отметил важность совместных усилий и вложения инвестиций в развитие республики. Также он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и взаимопомощь между соседними регионами. Я очень рад за будущих жильцов данного микрорайона. Это будет стандарт, к чему мы будем стремиться и в других населенных пунктах, и в других микрорайонах города. Это будет пример для многих застройщиков. Хотелось бы, конечно, сейчас только реальное воплощение в жизнь данной презентации. При выборе места для постройки нового современного микрорайона проектировщики выбрали территорию на месте бывшего Шанхая. Архитектор Антон Шаталов рассказал, что над проектом работали 3 месяца. И мы захотели сделать новый район по абсолютно современным стандартам, которые в мире приняты сегодня для проживания людей. Но при этом подчеркнуть идентичность места, обязательно подчеркнуть местную фауну, местный ландшафт, использовать в благоустройстве растительность тувинскую, абсолютной функциональности, шикарных видовых характеристиках, довольно разнообразной квартирографии, когда есть и студии, и крупные квартиры трехкомнатные. И все это сбалансировано на основе изучения рынка местного. Мы сделали вот такой район, который сейчас приступаем к уже рабочему проектированию, детализации, и компания «Трансстрой» приступит к его реализации в самое ближайшее время. Новый микрорайон будет строиться на возвышенном месте Кызыла, поэтому по ассоциации с самой высокой горой Тувы Мангун-Тайгой проект был назван «Мангун». Один из первых проектов, который начал реализовываться, это как раз на базе микрорайона, который мы называли все, помните, Шанхай был у него такое нарицательное имя, потом появилось название рабочее у нас микрорайон Горный, то есть там сейчас снесены все дома, там, где находится 14-я школа, которая признана аварийной, и, соответственно, буквально 3 месяца назад произошла встреча с руководителем Транстроя, то есть и Владислав Штаевич предложил ему заняться как раз освоением этого микрорайона Горный. Предварительно в микрорайоне Мангун будет жить около 6 тысяч человек. Каждый новый дом будет иметь свой уникальный облик, но при этом стандарты будут едины для всего микрорайона. Высота домов будет разной – в 6, 8 и 9 этажей. Самое главное, что на территории предусмотрено строительство 3 детских садов и школы на 825 мест. Действительно очень здорово, что застройщик и архитекторы подошли неординарно к этому проекту. Все-таки он такой действительно открытый, то есть он комфортный для проживания жителей. Предусмотрена школа начнется строиться уже с следующего года, 22-го. Это взамен аварийной школы 14, которая подлежит сносу. И здесь есть такие национальные особенности. Каждый дом имеет свой архитектурный элемент, который соответствует какому-то виду животного. И я предполагаю, что даже у каждого дома будет свое название. Очень здорово, да? Жить в доме, у которого есть уникальное название, как и у квартала. На первых этажах домов будут располагаться магазины, кафе, рестораны и офисы. По предварительным расчетам, бюджет строительства микрорайона составит порядка 15 миллиардов рублей. Реализация проекта начнется в следующем году и продлится до 2029-го. Инна Клоян, Буян Мангуш, Кузыл Сарыксарен, Тува 24.
Полученные федеральные средства благодаря временно исполняющему обязанности главы Тувы Владиславу Хавалыгу и партии «Единая Россия» распределили по важным отраслям республики. Так, из 1,5 миллиарда рублей 38 миллионов выделили муниципальным образованиям для обновления детских площадок. Какие дворовые территории будут обновлены, расскажет Алдынкыз Буян. Новые детские площадки, которые доставили в Кызыл на днях, уже начали устанавливать на улицах Фрунзе и Суворова. Для детей этих домов в скором времени здесь появятся качели, карусель, турники и традиционная песочница. В настоящее время, как вы видите, за нами первые, детские площадки начали уже поступать в республику. И мы начали первые детские площадки устанавливать на территории города Кызыла. Во дворе домов 2 и 4 на улице Упсунурская появилась спортивная площадка с мягким асфальтом, где ребята смогут играть в мини-футбол, баскетбол, волейбол. Не забыты и болельщики, для которых установят новые трибуны. Рядом для детей помладше соорудят большую игровую зону. На территории города Кызыла будет установлено 27 детских площадок. А по всем остальным муниципальным образованиям будут направлены по 2 детских площадок. В городе Агдоврака 3, а и в городе Шаганара 3. Преображается и этот не очень благополучный, по мнению самих жителей, район кожзавода. Сегодня там состоялось открытие игровой зоны по партийному проекту «Единой России» «Живу, люблю, горжусь». Главным участникам мероприятия – детям – подарили фирменные раскраски. Мы написали обращение в мэрию о том, чтобы установить данную площадку в сентябре. Они будут устанавливать, но мы, не ожидая, собрались с активистами, с друзьями, собрали денег в размере 130 тысяч рублей, приобрели данную площадку и уже народными силами с братьями, сестрами приехали, убрали весь этот участок, потому что здесь был бурьян, да, здесь было много мусора. Мусор помогли убрать активные жители кожзавода. И, соответственно, после того, как мы привезли оборудование, все жители вышли и помогли нам установить данную площадку. К сожалению, приходится отметить, детскую карусель ко дню открытия успели разломать. Конечно, мы все поправим, говорят организаторы, но просят впредь к общественному имуществу относиться бережно. Следующая новая детская площадка появится на территории Вавилинского затона. Алдынкыз Буян, Буян Ойон, Владимир Сюртюк, Ангароржак, Тува, 24. Главное управление МЧС России по Туве сообщает, что 35% всех пожаров в республике происходят из-за неисправности бытовых электроприборов, электропроводки и печного отопления. 25% – результат неосторожного обращения с огнем, непотушенные окурки и шалость детей. На умышленный поджог имущества приходится 10%. Из-за курильщиков в жилых домах происходит 30% возгораний. Благодаря высоким темпам развития сельского хозяйства в Туве появилась потребность в расширении пахотных угодий. Для удовлетворения этого спроса из 1,5 миллиарда, выделенных Туве по ходатайству в Рио главы Тувы из федерального бюджета, больше 50 миллионов направлено на закупку мощных современных тракторов. Подробности в следующем сюжете. 5 из 6 тракторов «Кировец» мощностью до 428 лошадиных сил прибыли в Туву. Они нужны республике для увеличения площадей пахотных земель, необходимость в которых возникла из-за сложившихся темпов развития сельского хозяйства в Туве. Сдавать в аренду фермерским хозяйствам их будут на конкурсной основе. Что касается конкурса, конкурс мы уже объявили о приеме документов. Сейчас у нас на официальном сайте прием документов идет, а дальше уже по конкурсу будем определять, кому будем в аренду давать. Тракторы произведены на территории России, в Петербургском тракторном заводе. Вместе с ними арендаторам будут поставляться культиваторы, барана и плуги. Стоимость одного такого трактора составляет 10 миллионов рублей. Внутри салона, помимо рабочего функционала, есть музыка и кондиционер. Объем работы впереди предстоит большой, так почему бы не сделать его удобным? Эти сельскохозяйственные машины весом более 15 тонн закупили на средства из 1,5 миллиарда рублей, полученных Тувой по ходатайству в Рио главы Тувы Владислава Хавалыга из федерального бюджета при поддержке партии «Единая Россия», а также усилиями Минфина Республики и Министерства сельского хозяйства. Даян Дансурюн, Чайхан Дангак, Кузел Сарыксерен, Тува 24. Спорткомплекс «Каахем», который был построен в селе Сарыксеп еще в 2016 году, сегодня стал настоящим спортивным центром. Это стало возможным благодаря тому, что объект был передан в ведение регионального министерства спорта. В Центре спортивной подготовки сборных команд Тувы побывал Сайгын Бюрбю.
Спортсмены сборной Тувы приступили к усиленной подготовке к первенству России по спортивной борьбе, которое состоится в Московской области. Это стало возможным благодаря послаблениям Роспотребнадзора, которые поддержало правительство Тувы. Сейчас спортсмены в общем 35. У них пока что хорошо, слава богу, что самочувствие у них все хорошо, без травм, без всяких этих таких болезней. Как рассказали спортсмены, в условиях жестких ограничительных мер из-за пандемии коронавируса было достаточно сложно держать себя в постоянной спортивной форме. Ведь находиться в закрытых, оборудованных специальным спортивным инвентарем залах было запрещено. Конечно, тяжело было готовиться к соревнованиям, стартам. Не только спортсменам, и всем жителям республики было тяжело. Когда нет залов, где тренироваться на улице, можно, конечно, условия не те. В спортзале на ковре работать лучше, чем на улице. Но мы, когда ограничения были, тоже на улице тренировались, футбол, кросс бегали. Значимым подспорьем для подготовки чемпионов Тувы стало открытие на базе спортивного комплекса «Кахем» в Сарсепе Центра спортивной подготовки сборных команд республики. В Кахемском Кожуне там есть спорткомплекс, который под руководством Министерства спорта. Конечно, здесь олимпийская база очень хорошая и местность тоже очень хорошая, такая свежий воздух. Для спортсменов сборных команд Тувы в Сарсепе созданы все условия для подготовки к соревнованиям на новом качественном уровне. Раньше, когда я боролся, я закончил в 2017 году, даже в 2000 году, таких условий у нас не было в республике. То, что сейчас у нас министерство сделало для ребят и для тренеров, это уже, можно сказать, новый уровень. Вся сборная России, другие регионы, Красноярская школа, Академия вольной борьбы, Дмитрий Георгиевич Миндашвили, там все условия есть для ребят. А у нас было тоже залы, были тренера тоже были, отдельно от дома. И вся сборная здесь собраться, в одном месте жить, тренироваться, такие условия. Впервые в истории Тувы. Мы стараемся содержать в должном образе для спортсменов все условия для тренировок. И, соответственно, все по хозяйственной части у нас хватает. Но, сказали, будет все еще дальше усовершенствоваться. Действительно, в здании спорткомплекса предусмотрено все для автономного длительного проживания чемпионов без отрыва от тренировок. Стиральные машины, бытовая комната, душевые, грамотный техперсонал и самое главное – столовая. Мы начинаем с 7 часов работать, приходим, завтрак готовим, каши, сыр, иногда яйца, чередуем. Рацион разнообразный у нас, каждый день разная еда. Овощи у нас натуральные, свежие. Особая гордость тренерского состава сборной республики – медицинский кабинет. Этот аппарат аналог ударно-волновой терапии, просто аппарат ударно-волновой терапии. Да, это аппарат аналог ударно-волновой терапии, восстановительный, все это. Это после длительных нагрузок, после кросса 11 километров. И еще лимфодренажный аппарат, восстанавливающий тоже оба нижние конечности. Тренер отмечает, что с открытием нового центра спортивной подготовки наподобие центра олимпийской подготовки сборной России позволит нашим чемпионам значительно усилить в стране и в мире позиции Тувинской спортивной школы. 4 вида, олимпийская стрельба из лука, вольная борьба, дзюдо, бокс и неолимпийские, такие бокс, сумо и самбо. Для этих спортсменов этот комплекс А сам центр подготовки работает в этом году, получается, в начале года. Это февраль или март месяц. Это получается вообще для республики это ноу-хау, да? Да, можно сказать, это уже новый уровень, можно сказать. Осталось только ребят показать высший результат. Здесь все условия делаются. После трехнедельной тренировки сборной Тувы по спортивной борьбе их место займут спортсмены сборной команды республики по кикбоксингу. Обновленный спортивный комплекс Центра спортивной подготовки предусмотрен для беспрерывной круглогодичной работы. Сайгын Бирбил, Владимир Суртук, Ангар Оржак, Тува 24.
Пьянство матерей – беда и горе для всех. Их дети зачастую подвергаются смертельной опасности. В левобережном дачном обществе годовалая девочка ползала вблизи оживленной дороги. Ребенок был в одной майке, на теле имелись ссадины и следы укусов от комаров, а рядом никого не оказалось. В отношении матери возбуждено уголовное дело. Кроме этого, в минувшие выходные в отделение полиции была доставлена еще одна малолетняя девочка. Что с ней произошло и где она находится сейчас, расскажет Айра Асад. 3 сентября около 7 часов вечера в дежурную часть поступило сообщение о том, что на левобережном дачном обществе найден малолетний ребенок, ползающий вблизи оживленной дороги. При проверке сообщения сотрудники полиции установили, что девочку в возрасте около 1 года нашла проходящая мимо местная жительница. Ко мне 3 сентября подошла домой наша жительница, которая подобрала на дороге маленького ребенка, который без одежды, только в майке. И еще у нее на руках и в ноге большие раны от укусов насекомых было. Она без сопровождения взрослого вообще одна. И ей даже года, по-моему, нету. Мы взяли ее дома, да, и хотели поставить на ноги, но она не ходит. И даже не разговаривает. Она была голодная. Дежурному позвонили УВД. И потом после этого приехали сотрудники и забрали ребенка. Как вскоре выяснилось, 28-летняя женщина вместе с малолетней дочерью прибыли из Увюрского района в апреле этого года и проживала на территории ЛДО. Как рассказывает председатель СНТ номер 3 Шорана Мангуш, на левобережных дачах неблагополучных семей, где дети находятся в социально опасном положении, достаточно много. Семей таких неблагополучных с каждым днем много стало. Очень много. Вот этот вопрос надо решать без присмотра. Вот эти, как сказать, они думают, что эти родители приезжают, и как будто мы не знаем, их не видим. Их очень много стало. Улицы узкие, как раньше, с 70-х годов эти дачи построены. И там не улица, а ряды 9 метров. И машины со всей скоростью ездят, а такие малыши бегают. Очень страшно. Женщина в тот день распивала спиртные напитки с малознакомыми людьми и ввиду сильного алкогольного опьянения не помнит, где оставила свою малолетнюю дочь, которая еще не умеет самостоятельно ходить. Помимо дочери, у матери-одиночки есть еще 8-летний сын, воспитанием которого занимается бабушка. Инспектор по делам несовершеннолетних отмечает, что благодаря неравнодушным жителям удается вовремя выявить и оказать помощь таким детям. По итогам проведенной проверки сотрудников полиции было установлено, что в апреле месяце текущего года в город Кызыл приехала гражданка 93-го года рождения, жительница Увюрского района, которая на протяжении долгого времени злоупотребляла спиртные напитки, несмотря на то, что на иждивении имеет малолетнего ребенка. По итогам проверки установлено, что ребенку 1 год и 8 месяцев. И 3 сентября она оставила своего ребенка в опасности. По данному факту в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это оставление в опасности. Очень отрадно, конечно, когда жители всегда нам сообщают такие происшествия, что они всегда проявляют свою гражданскую позицию. Подобный случай в столице произошел 17 сентября. Так, во дворе дома по улице Байхакской прохожие увидели ребенка рядом с женщиной и мужчиной в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сотрудниками полиции установлено, что рядом с девочкой находилась ее 35-летняя мать вместе с сожителем. Как выяснилось, женщина прописана в селе Шуй Байтагинского района. У женщины также есть 2 старшие дочери, которые вот уже 5 лет содержатся в школе-интернате. В отношении матери составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. На заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав был рассмотрен вопрос об ограничении в родительских правах женщины или принудительном лечении в наркологическом диспансере. Сама женщина на комиссию не явилась. В настоящее время ребенок помещен в детско-соматическое отделение Кызыла, где будет находиться до полного разбирательства. Айрас Албаяно, Юнмиран Эргит, Тува-24. На этом у меня все. Следите за нашими новостями в социальных сетях. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи в следующем эфире.